Выпили много? 100 грамм, больше не пью. Повода пить, говорит, особо не было, просто захотелось. Завтра будет повод. Какой? День рождения. У вас? Нет. У товарища? К этому товарищу он и ехал, когда, перестраиваясь из среднего ряда в левый перед перекрестком с улицы Бондаренко, не заметил «Тойоту». Удар был не сильный. Переднее левое крыло иномарки задел задним правым крылом «Лады». При этом останавливаться не стал, а поспешил покинуть место аварии. А задел он вас где? Был там, перед стафором. Водитель иномарки «Ладу» догнал, остановил и отобрал у него ключи от машины. Потом передал их автоинспекторам. Водитель «Лады» под напором фактов скрывать ничего не стал. Пил. Да блин, сцепление не работает. Автоинспекторы выяснили, что неработающее сцепление хозяин хотел отремонтировать и оставил машину у сервиса на улице Искра. Там ее мужчина и взял без ведома владельца. Так решил. К слову, сам автомобиль на учете в ГИБДД не стоит. Бывший владелец продал его нынешнему, договор есть, и снял с учета. Новый официально оформить не успел. Сначала хотел отремонтировать. К слову, у водителя при себе не было вообще никаких документов. Чтобы понять, кто перед ними, автоинспекторам пришлось устанавливать личность мужчины. И теперь, помимо лишения прав и административных штрафов за езду в пьяном виде, без страховки и документов, ему, вероятно, предстоит ответить за угон. Если владелец автомобиля, конечно, напишет на него заявление. Юлия Гоглева, Наиля Абдуллин, вызов 112.